Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Закрытие автозимников и ледовых переправ. Каким правилам дорожного движения нужно учить ребенка и как это делать? Как перевозить опасные грузы и что к ним относится? Как получить международные водительские права и в каких странах они нужны? Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит певец и ведущий мероприятий Евгений Прокопьев. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 14 по 20 апреля 2025 года зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 5 человек и повреждено 7 транспортных средств. Так, 14 апреля в Якутске на 7-м километре Хатыныряхского шоссе водитель, управляя автомобилем Toyota Corona, не выдержав безопасную скорость движения, допустил занос транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Toyota Rise. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила водителя 79-го года рождения автомобиля Toyota Rise в медучреждение, где ему диагностировали ушибы. 20 апреля на улице Каландрашвили водителем автомобиля Lexus совершен наезд на 74-летнюю женщину-пешехода, в результате чего пешехода госпитализировали в медучреждение с переломом костей голени. 20 апреля на 14-м километре Намского тракта мужчина, управляя автомобилем Toyota Premio, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем Toyota Noah. Далее по инерции последний столкнулся с автомобилем Mazda Bongo. В результате данного происшествия пострадавших нет. Прибывшими на место ДТП сотрудниками госавтоинспекции было установлено, что виновник автоаварии имел признаки алкогольного опьянения. В тот же день вечером на проспекте Михаила Николаева девушка, управляя автомобилем Daihatsu Mira, совершила столкновение с автомобилем Toyota Corolla Fielder. Пострадавших нет. Девушка тоже имела признаки алкогольного опьянения. Так, за минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления 15 нетрезвых водителей. Госавтоинспекция напоминает, что водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения. В этом случае предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок до 2 лет. А мы продолжаем. Перевозка опасных грузов всегда было делом непростым. А с 1 января 2025 года транспортировать горючие и другие агрессивные вещества по автодорогам стало еще хлопотнее. Вступили новые требования на повышение безопасности и снижение риска. Какие именно? Об этом далее расскажет наш корреспондент Ларина Сукуева. Опасный груз – это вещества и предметы, которые могут нанести вред здоровью и жизни людей, окружающей среде и материальным ценностям в случае аварий при транспортировке. Список опасных веществ насчитывает более 3000 наименований. Их перечень прописан в главе 3.2 ДОПОК. В России действует государственный стандарт, который разделяет опасные грузы на классы по уровню опасности. Среди них выделяют следующие классы: взрывчатые материалы, газы, легко воспламеняющие жидкости, радиоактивные материалы, едкие и коррозийные вещества. Каждому классу присвоены также подкласс, категория и степень опасности. При перевозке опасного груза водитель должен иметь следующие документы на груз и на транспортное средство. Первое, это должен иметь водительское удостоверение установленного образца, значит, документы на зарегистрированное транспортное средство. Далее должен иметь с собой диагностическую карту в установленном порядке, которая проходится и выдается на срок не менее 6 месяцев и не более 6 месяцев. Значит, далее товарно-транспортные накладные, то есть в которых указывается наименование опасного груза. Вот. Далее на каждое транспортное средство выдается свидетельство о перевозке опасного груза, свидетельство ДОПОК. А также свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, путевой лист с маркировкой груза, товарно-транспортная накладная и аварийная карточка. Если перевозка опасного груза будет производиться без специального разрешения, на водителя будут наложены штрафные санкции, предусмотренные частью 1 статьи 12.21.2. Штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Чтобы управлять автомобилем с опасным грузом, водитель должен пройти курс обучения в специализированном учебном центре и получить свидетельство ДАПОК международного образца. Свидетельство содержит информацию о том, какой именно класс опасности может перевозить водитель. Это зависит от того, какой обучающий курс был пройден. Обучение на перевозку опасных веществ может пройти водитель с непрерывным стажем вождения соответствующей категории не менее 3 лет. И без свидетельства ДАПОК управление автомобилем для перевозки опасных веществ запрещено. Все ледовые переправы в центральных районах республики официально завершили работу. Закрытие переправы через реку Лену по направлению Якутск-Нижний Бестях проходило поэтапно в период с 15 до 18 апреля. Более подробно об этом нам расскажет наш гость, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Семен Николаевич Коркин. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие переправы сейчас закрыты полностью? На сегодняшний день по центральной части Якутии и по арктической части тоже практически все переправы закрыты. У нас на сегодняшний день только функционируют 4 переправы. Это арктической части районов, это Булунском районе, Усянском районе, на Анабарском районе, которые должны в ближайшее время быть закрыты. Скажите, как будут организованы пассажирские и грузовые перевозки через реку Лена в период межсезонья? Основной магистрали Якутск-Нижний Бестях у нас уже частные перевозчики уже наладили работу. Это порядка 30 единиц судов на воздушной подушке, 10 десятки аэроботов. На Кангаласской сотнице тоже вот порядка 6 судов на воздушной подушке. На реке Алдан, это Каскиль-Мегина Алдан, у нас перевозчики тоже вот есть, которые ежегодно проводят работу, они уже начали функционировать. Такие же перевозки у нас на реке Вилюй осуществляют перевозки с судами на воздушной подушке. Рядом с перевозчиков мы уже неоднократно уже совещались с точки зрения безопасности, по кассовым аппаратам там, и так далее. Вот, ну, по тихой, можно сказать, субботы уже начали дежурство и уже полный рост на сегодняшний день работает. Скажите, какой штраф грозит водителю за несанкционированный выезд на лед? За санкционированный выезд на лед действительно на сегодняшний день всеми надзорными органами, это, во-первых, очередь, это административная комиссия муниципальных образований, ГИМСом проводится предупредительная работа, рейдовые мероприятия совместно с ГИБДД, администрацией Ленской бассейной службой портового надзора, Госморечнадзора. Такие рейдовые мероприятия проводятся. И действительно есть определенные штрафы. Это для физических лиц от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц это от 20 до 50 тысяч, и для юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона штраф возникает. Ну, новые технологии тоже на сегодняшний день используются. Это беспилотные летательные аппараты. И поэтому, например, съемка осуществляется, например, тем же работникам административной комиссии, передается ГИБДД базу и фиксируется, например, госномер автотранспорта, который вот, ну, нарушил те-либо выезд, несанкционированный выезд на переправу осуществил, и тем самым человек может получить, например, тот же штраф за выезд на лед. Хочется отметить то, что у нас в этом году в системе ПДД есть изменения в части вот скидок, которые раньше были 50% там, и так далее. Вот, ну, на сегодняшний день есть определенное удорожание и действительно бьет, ну, человека по карману. Поэтому, ну, с точки зрения безопасности это в первую очередь должно быть, поэтому надо соблюдать меры предосторожности и пользоваться вот перевозчики, которые вот оказывают услуги пассажирскими, которые лицензии имеют там, и так далее, вот, и данным видом транспорта. Ну, вот известно, что жители 202-203 микрорайонов жалуются на шум воздушных подушек. Расскажите, как решается данная проблема? Ну, на самом деле, по 203 микрорайону, это 202, это действительно наболевший наш вопрос. Благодаря вот совместной работе с городом Якутском и нашим Министерством транспорта построена станция Намыв, и коллеги вот железной дороги Якутии тоже вот с момента открытия перевозок со станции Нижний Бестях, со стороны Нижнего Бестяха вот тоже вот такой пункт ожидания построен. И нынче в этом году тоже вот ввели и функционирует это причал Намыв, так называемый, в 204 микрорайоне. В этом году мы провели работу по благоустройству, уже подъездной путь есть, автобус останавливается, который вот, ну, схему движения автотранспорта, плюс еще в навигацию до Дня речника должны
договоренность есть о том, что мы пункт ожидания такой быстровозводимой конструкции должны построить и тем самым как бы улучшить услуги, которые представляются вот именно перевозчиками судами на воздушных подушках. Спасибо большое. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас был заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Семен Николаевич Коркин. А мы продолжаем. Хотите прокатиться за границей на арендованном автомобиле, а может едете на машине в другую страну или живете там и покупаете авто? Далее мы расскажем, что такое международное водительское удостоверение и в каких странах оно действует. Международное водительское удостоверение выдается на основании национального российского водительского удостоверения. Для получения международного водительского удостоверения требуется оплата государственной пошлины в размере 1600 рублей, также фотография 3,5-4,5 матовая. Такое водительское удостоверение выдается на 3 года, но на срок не более национального российского водительского удостоверения. То есть, если срок национального российского удостоверения заканчивается, также одновременно заканчивается срок международного водительского удостоверения. Для получения такого водительского удостоверения сдача экзаменов не требуется. Международное водительское удостоверение действует на основании российского национального водительского удостоверения, поэтому необходимо также при выезде с территории Российской Федерации с собой иметь российское национальное водительское удостоверение. Правила дорожного движения – очень важная тема, с которой нужно знакомить ребенка с раннего возраста. Лучше всего начинать обучение до того, как ребенок пойдет в 1 класс с 4-5 лет. Делать это лучше всего с помощью личного примера. К примеру, переходя дорогу, расскажите ребенку, почему вы стоите, когда горит красный свет, и идете на зеленый. С приходом теплых дней все чаще можно видеть, как дети и подростки лихо раскатывают на своих двухколесных транспортных средствах во дворах и даже по дорогам, совсем не заботясь о том, соблюдают они правила дорожного движения или нет. По итогам текущего года за 3 месяца зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Из них 19 детей получили различные травмы. 12 ДТП именно с участием детей-пешеходов, 4 из которых произошло на пешеходном переходе. Наибольшее количество пострадавших в ДТП детей составляют пешеходы. И чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают дети в возрасте от 7 до 14 лет. Основными причинами таких ситуаций с участием детей считается незнание детьми элементарных правил дорожного движения, отсутствие навыков и привычки соблюдения правил для пешеходов, велосипедистов и пассажиров, недисциплинированность или невнимательность детей на улице, негативный пример со стороны взрослых и недостаточный надзор за поведением детей на улице. Ребенку с детства необходимо объяснить очень простые, но важные правила. Во-первых, переходить дорогу только на установленных местах, на пешеходных переходах, только на зеленый сигнал светофора, и чтобы ребенок видел, что машины остановились и готовы его пропустить. Во-вторых, если возникла необходимость перейти дорогу на месте остановки автобуса, то также нужно объяснить ребенку, чтобы он убедился, что автобус уже покинул место остановки и появился полный обзор как для водителей, так и для всех пешеходов. Госавтоинспекция настоятельно напоминает всем водителям проявлять особое внимание в местах, где следует выбирать безопасный скоростной режим при приближении к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта в дворовых территориях. А родителям стоит помнить, что ребенок учится законам улицы, беря пример с нас, взрослых. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Ответит на них певец и ведущий мероприятий Евгений Прокопьев. Евгений, добрый день. Добрый день, Руслан. Рад видеть. Евгений, перед началом теста у нас традиционный вопрос. Какой водительский стаж? Я сдал на права в автоклассе, не в автошколе. Мы в школе, в средней школе, был у нас автокласс. И я права получил в 17 лет. Это было 33 года назад. 33 года назад. Так, опыт шикарный. Да, большой. У меня юбилей в этом году. Так, внимание на экран. Первый вопрос. По какой траектории вам разрешается продолжить движение? Варианты ответов только по А,
только по Б. И третий вариант по любой из указанных. Мне кажется, вариант Б. То есть мы с перекрестка сворачивать должны не на какую-то там вторую или там дальнюю полосу, а правую. на ближнюю полосу, а потом только перестраиваться. Мне так То кажется. есть вариант 2. Второй вариант. Второй вариант. Ага, принято. Следующий вопрос. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Варианты ответов «можно». Второй вариант «можно, если вы управляете легковым автомобилем». И третий вариант «нельзя». Ну, если ты обогнал, опередил, точнее, там же двухполосное движение, вот именно вот в твою сторону, то езжай себе спокойно. Тогда вариант ответа Можно, вариант 1. первый. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Вариант ответов только автобусу. Второй вариант только легковому автомобилю. И третий вариант никому. Вот эта ситуация очень характерна для дорог Якутска. Я не знаю, как в других городах. Но мне кажется, ты, если едешь по главной, еще заворачиваешь дальше, продолжаешь движение по главной полосе, то тоже езжай спокойно. Легковушка тебя должна пропустить. Она едет прямо, на ней не включен поворотник. Ну, автобус — это не трамвай, как говорится. Тогда вариант третий. Вариант третий — никому. Принято. Следующий вопрос. Водителям мопедов разрешено двигаться. Вариант ответов только по правому краю проезжей части в один ряд. Второй вариант только по обочине, если не создаются помехи пешеходам. Третий вариант только по полосе для велосипедистов. И четвертый вариант во всех перечисленных случаях. Знаешь, когда я был подростком, у меня был мопед. И мы двигались во всех направлениях, куда хотели. Так, ну это может быть не очень хороший пример. Но тогда были совсем другие правила. Ну и поэтому мой вопрос, мой ответ точнее, как и 33 года назад, во всех перечисленных случаях. Во всех перечисленных случаях ответ номер 4. Принято. Выезд из двора или с другой прилегающей территории. Вариант ответов считается перекрестком равнозначных дорог. Второй вариант считается перекрестком неравнозначных дорог. И третий вариант не считается перекрестком. Со двора, когда выезжаешь, ты же, естественно, должен и пропустить всех, и убедиться там, что не едут. А вдруг там вообще автомагистраль, да, как говорится, то, мне кажется, вариант 2. Вариант 2 считается перекрестком неравнозначных дорог. Естественно, это неравнозначные дороги. Принято. В зоне действия этого знака разрешается использовать звуковой сигнал. Вариант ответов только для предупреждения об обгоне. Второй вариант только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. И третий вариант в обоих перечисленных случаях. Сигналить-то запрещено в этом участке леса. То есть там, видимо, какой-то или заповедник, или что-то такое вот, режим тишины мы должны соблюдать. Для предотвращения дорожно-транспортного происшествия в любом случае мы должны просигналить. Мне кажется, вот второй вариант. Второй вариант. Более подходит. Принято. Следующий вопрос. Такой вертикальной разметкой обозначают боковые поверхности ограждений. Вариант ответов только на опасных участках дорог. Второй вариант только на участках дорог, не относящихся к опасным. И третий вариант на всех участках дорог. Такая разметка ставится, ну, на дорогах, как правило, ну, по моим наблюдениям, да, это когда большие скорости, большая протяженность. Автострада. На проспекте Ленина где-нибудь не увидим мы такое. Мне кажется, вариант 2. Второй вариант. Принято. Следующий вопрос. В каких направлениях вам можно продолжить движение по второй полосе? Вариант ответов только налево. Второй вариант налево и в обратном направлении. И третий вариант направо, налево и в обратном направлении. Здесь мы видим знак стрелочки налево и направо. Ты стоишь на левой полосе. Естественно, направо ты с левой полосы, ну, наверное, неудобно будет заворачивать. А стрелочка налево может подразумевать разворот и в обратную сторону. То есть, мне кажется, тут второй вариант больше подходит. Вариант номер 2. Принято. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Вариант ответов только легковому автомобилю. Второй вариант только грузовому автомобилю. Третий — обоим транспортным средствам. Ты поворачиваешь налево, у тебя поворотник включен. Видим такой
неравнозначный такой перекресток. Но в обоих случаях, мне кажется, здесь помеха справа срабатывает. Грузовик движется по своему направлению прямо, легковушка в твою сторону заворачивает. Ну и, мне кажется, всем вот ты должен уступить здесь. Вариант третий, да? Я подстрахуюсь, я лучше пропущу, чем допущу ДТП. Принято. Третий вариант. И последний вопрос. Каковы ваши действия в данной ситуации? Варианты ответов. Объедете грузовой автомобиль справа по обочине. Второй вариант. Продолжите движение только после того, как грузовой автомобиль освободит полосу движения. И третий вариант. Допускаются оба варианта действий. Ну, ты направо-то поворачивать зачем? Вдруг там съезд с дороги такой метровый, да? Ты же провалишься. Надо подождать, пока грузовик освободит. Это вот типичная ситуация для дорог Якутска, где одна машина только помещается, и мы все ждем, стоим. Создается пробка позади тебя, километровая причем. Ну, и правильно делают, что пусть проедет, а потом уже езжай дальше. Второй вариант. То есть, да, второй вариант. Хорошо, принято. Итак, Евгений ответил на все 10 вопросов, а сейчас результаты проверит преподаватель правил дорожного движения, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания по правилам дорожного движения Евгения. Итак, первый вопрос. По какой траектории вам разрешается продолжить движение? Итак, у нас установлен знак 5-6. Выезд на дорогу реверсивным движением. И мы должны поворачивать с правой крайней на правую крайнюю. Ответ был правильным, только по траектории Б. Второй вопрос. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Это опережение, а не обгон. Опережение – это большей скорости, чем попутные транспортные средства. Вне населенного пункта мы должны двигаться только ближе к правому краю проезжей части. В нашем случае мы должны перестроиться на правую полосу. Ответ – нельзя. Но, к сожалению, здесь у нас допущена была ошибка. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Перекресток неравнозначный. Главная дорога меняет свое направление налево. На главной находимся мы и легковой автомобиль. Легковой автомобиль нас пропускает, мы помеха справа, а автомобиль находится на второстепенной. Соответственно, никому. Ответ был правильным. Водителям мопедов разрешено двигаться. Мопеды должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд, только по обочине, если не создаются помехи пешеходам, только по полосе для велосипедистов. Это не велосипедная дорожка, а полоса для велосипедистов, поэтому они могут двигаться. Ответ четвертый во всех перечисленных случаях. Ответ был правильным. Выезд из двора или другой прилегающей территории. Прилегающая территория – это территория, непосредственно прилегающие к дороге. Это дворы, автостоянки, автозаправки и тому подобное. Поэтому выезд из двора или другой прилегающей территории не считается перекрестком. Ответ был правильный. А нет, здесь допущена была ошибка. В зоне действия этого знака разрешается использовать звуковой сигнал. Подача звукового сигнала запрещена. Знак 3-6. Но для предотвращения дорожно-транспортного происшествия мы можем. Ответ второй. Правильно. Такой вертикальной разметкой обозначают боковые поверхности ограждений. Это у нас вертикальная разметка 2-6, которая обозначает боковые поверхности ограждений во всех случаях, когда не применяется разметка 2-5, которая она применяется на закруглениях дорог, на крутых спусках и тому подобное. Поэтому здесь эта разметка применяется на участках дорог, не относящихся к опасным. Ответ был правильным. В каких направлениях вам можно продолжить движение по второй полосе? У нас установлен знак, предписывающий знак 4.1.6. Поворот направо и налево. Мы находимся на левой полосе, поэтому, соответственно, мы поворачиваем налево и можем сделать разворот, то есть в обратном направлении. Ответ второй. Кому вы должны уступить дорогу при повороте налево? Перекресток равнозначный. Вы правильно сказали, что здесь работает помеха справа. Значит, первым проедет грузовой, потом легковой, и затем мы проедем этот перекресток последними. Поэтому мы уступаем обоим транспортным средствам. Ответ 3.
Каковы ваши действия в данной ситуации? Здесь мы справа по обочине мы не едем, это запрещено по правилам. Нам придется продолжить движение после того, как грузовой освободит полосу движения. Ответ был правильным. Итак, у нас Евгений допустил 2 ошибки. Уважаемые водители, я вам хочу сказать, помните, что каждый из нас должен соблюдать правила дорожного движения. Будьте внимательны, собраны и вежливы. Тогда поездка вам принесет только удовольствие и радость. Спасибо большое. Всего вам доброго. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.